Могут быть предложения, могут быть наивысшее значение показателя имеет горный. Состоялась круглословная тема физической реабилитации и социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены были 3 вопроса. Первый был отчет за 2022 год, а второе было обсуждение будущей спартакиады, которая будет у нас проходить в 2023 году в Омге. Спартакиада по адаптивным видам спорта. Рассмотрены и обсуждены были вопросы по видам спорта, по нозологиям, по категориям, по дисциплинам и так далее. И третьим вопросом было рассмотрены там разные темы, которые были включены, но в основном затронена тема ГТО, сдачи тестов для особой категории граждан. На аппарате любого вида спорта, да, конечно, нужны условия, нужны штаты. Этот вопрос ставит не только, например, греко-римская борьба, а многие виды спорта, они все хотят, чтобы были штаты, хотят, чтобы у них были интернаты. Здесь прошел круглый стол на тему совершенствования системы подготовки спортивного резерва по национальным видам спорта. Приняли участие представители из сельских школ, детских садов, директора и проректоры из высших учебных заведений по физической культуре и спорта. Ну и работники Центра национальных видов спорта. Обсуждался вопрос о проблемах программного обеспечения и организационных вопросов подготовки спортивного резерва на разных этапах спортивной подготовки. По итогам обсуждений, выступлений были предложены очень много интересных предложений, которые должны будут отражены в итоговой резолюции, которую мы будем уже готовить для завтрашнего итогового совещания. Поэтому на сегодняшний день сейчас будем собирать еще предложения. Да, мы провожаем 2022 год. Особое значение не только для спортивной общественности республики.
решение. 2023 год. Договориться, чтобы мы, когда делаем итоги, сейчас рекомендации, да, мы подпишем все это на следующем году, в 2023 году, когда мы делаем итоговые мероприятия, мы должны отчитаться по исполнению этих рекомендаций. Правильно? А то можем сейчас написать и в следующем году забыть. Да? Поэтому каждый руководитель, например, в районах тоже должны делать какую-то, мы должны сделать, да, отчетность по этим рекомендациям. Здесь есть еще рекомендации по районам, по министерствам и так далее. И мы запросить им тоже то, что мы порекомендовали, что они сделали. И мы тоже будем отчитываться, что мы, министерство, будем сделали по итогам этого года, по рекомендациям этого года. Да? Спорт, норма жизни! Ура! Да. Мы сегодня на итоговом совещании с участием муниципальных районов, да, и подведомственных наших учреждений подвели итоги, во-первых, итоги вчерашнего дня, да, которые вчера мы по 4 секциям, по 4 нашим основным направлениям работали. Это детский спорт, это национальные виды спорта, это массовый спорт и адаптивная физическая культура и спорта. И сегодня на итоговом совещании руководители, модераторы вчерашних страт-сессий сегодня представили рекомендации, резолюции круглого стола, да, и сегодня мы обсудили, внесли некоторые предложения, коррективы, и сегодня мы по итогам этого совещания утверждаем, и уже, как говорится, уже с сегодняшнего дня вступают в силу данные рекомендации. В 2023 году, да, мы отмечаем столетие, и в связи с этим все наши мероприятия, и в том числе спортивно-массовые мероприятия, все наши соревнования будут посвящены данной юбилейной дате. Также следующий год – это 95-летие со дня рождения нашего великого тренера Дмитрия Петровича Коркина. И сегодня мы сказали о том, что в следующем году, также в июне месяце в селе Амга, Амгинском районе, будут проводиться уже 14-я по счету спартакиада по адаптивным видам спорта. Уходящий год у нас богат спортивными событиями, и поэтому проделано и много работы. Также было, можно сказать, послепандемийный год, да, скажем, и тоже очень много людей наши, и спортивная подготовка, и любители спорта очень соскучились по нашим спортивным большим крупным мероприятиям, и те, которые были запланированы большие крупные наши мероприятия, все в этом году проведены. Были рассмотрены концепции игр
народов Якутии и игр Манчары. Потому что данные игры у нас долгосрочные проекты, поэтому данные долгосрочные проекты должны обязательно быть, должна быть в данных играх концепция. Потому что концепция, что говорит концепция, это идеологию самих игр, спартакиад, какие видения данных игр, что включать будет в себя и что они будут в дальнейшем не оставлять после проведения данных спартакиад в муниципальных образованиях или в городе. Следующий вопрос был это рассмотрение и утверждение единого календарного плана Министерства по физкультуре и спорту следующий год, на 2023 год. У нас более 500 мероприятий будет проведено. Также включает в себя основных 4 раздела, где и направлено общее массовое мероприятие, которые будут комплексно проведены. Также, и, конечно же, это чемпионаты и первенства республики по всем видам спорта, которые у нас культивируются, да, и которые, соответственно, у нас имеют официальные федерации. И одно из тоже таких мероприятий – это первый международный чемпионат по традиционному оленеводству, который будет проводиться в село Енгра Нижегородского района. Ну и помимо этого у нас и всероссийские наши мероприятия, соревнования, да, по вольной борьбе, и по кикбоксингу, по боксу, и международные соревнования по вольной борьбе. Это следующий год. У Дмитрия Петровича, памяти Дмитрия Петровича будет посвящена 95-летию со дня рождения нашего великого тренера. И поэтому тоже ожидается особенным таким праздником вольной борьбы в целом и всех якутян, любителей спорта. Хочу всех вас поздравить с окончанием 2022 года. Он действительно показательный, хороший был. Мы достигли хороших результатов, которые вы сегодня услышите, увидите. И очень важно, что у нас структура спорта сегодня здесь работает, она создана. Смотрите, у нас есть высший институт сегодня подготовки спортсменов. Не каждый регион сегодня это имеет. У нас есть отдельный институт, который может готовить и судей, и тренеров, и так далее, и так далее. Сегодня гордимся нашими спортсменами, тренерами, которые в течение года защищали честь нашей республики, честь России в мировых европейских соревнованиях. Как вы знаете, мы в 2022 году завоевали 148 медалей из официальных соревнований. Из них 82 медали – это золотые, 22 серебряные и 44 бронзовых медалей. Государственный институт поздравляет всех спортсменов. Сегодня традиционно подводим итоги. И сегодня отдельно я хочу поздравить наших студентов, спортсменов, чемпионов. Но сегодня наши студенты становятся профессионалами. Они не только спортсмены, они сегодня отличники учебы. Они сегодня занимаются наукой. Сегодня наши студенты развивают науку.
церемонию награждения по итогам 2022 года. Десятка лучших по адаптивным видам спорта. Президент Ассоциации национальных видов спорта Игорь Народный закона спорта. Спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Итак, на 10-й строчке рейтинга Аял Григорьевич Макаров, спортинг, мастер спорта России. Готовы? Раз, два, три! Ура!
Здравствуйте, дорогие зрители. Вот бал чемпионов прошел на высшем уровне. Ну, спасибо вот министру спорта Леониду Николаевичу и спортивному директору Михаилу Дмитриевичу. Они всегда поддерживают спортсменов и в дальнейшем, чтобы поддерживали также. Мои ощущения, как говорится, отлично, хорошо. Привет передаю моим семьям, маме, папе, братьям, сестрам. Они тоже всегда поддерживают моим землякам, афганцам, бетюнцам. Они всегда поддерживают меня. Благодаря им такого успеха мы добились. Да, год прошел удачно, так как стал чемпионом России. А в этом году у нас для спортсменов сборной России и для боксеров, в частности, был год только с чемпионатом России. То есть самое основное соревнование – это чемпионат России. Вот выиграл чемпионат России, задача максимум выполнена, и ждем следующий год. Поэтому работы много предстоит. И главное не расслабляться, ну и работать. Провели итоговое мероприятие «Бал чемпионов». Сегодня мы поздравили наших чемпионов, лучших организаторов, лучших судью, ну и наших любителей спорта. Мы сегодня организовали праздник. Завершаем мы 2022 год на хорошем уровне, как я сказал. Да, мы в этом году провели очень много важных мероприятий, посвященных столетию образования ЕССР, такие как чемпионат мира, 8-е спортивные игры, международный турнир Дмитрия Петровича Коркина. И мы очень рады, что этот год завершается на хорошем тоне. У нас сегодня есть чемпионы России, чемпионы Европы и, конечно же, чемпионы мира. Поэтому всех поздравляю с наступающим 2023 годом. И пусть этот год будет у нас плодотворным. Самое главное, чтобы люди занимались спортом. У нас этот год будет столетие физкультурного движения в нашей республике и во всем Российской Федерации. Поэтому всех поздравляю. Сегодня именно в такой атмосфере, с таким уровнем организации, это очень волнительно. Каждый лауреат, получивший награды спортсмен и тренер, именно это ощущение того, что ты на сцене получил награды за твои труды, за отработанный этот год, это чувство удовлетворения от своей работы. Это очень важно и вообще очень хорошо, что в традиционном формате сегодня прошло. Год у меня прошел очень успешно, так сказать, хорошие результаты были. И меня пригласили сюда, по приглашению я не знал, что в десятке лучших, даже на третьей строчке с великими нашими спортсменами, с лучшими нашими. И я очень рад, что смог с ними стать вместе и занять третью строчку.